Люди с особенной историей жизни учат не сдаваться. Они вдохновляют других на преодоление трудностей, показывают своим примером, как надо любить жизнь, как нужно стоять перед непреодолимым желанием сдаться. Ярчайший пример того, что человеческие возможности безграничны, показывают спортсмены-паралимпийцы. И в их рядах мой сегодняшний гость – спортсмен, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Паралимпийских игр по пауэрлифтингу Владимир Балынец. Это программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Ирина. А, Давайте я начну с такого, может, не ожидали вы такого вопроса, но меня всегда интересует происхождение имен и фамилий. Да? Вот, откуда корни вашей фамилии, как оказались в Якутии вы или ваши предки? Фамилия — это у меня мамина фамилия. Ее отец приехал с Украины. Тогда в те года ездили, да, на заработки на север. И вот ее отец приехал на Украину, познакомился с моей бабушкой, с ее мамой, да, и родилась моя мама. А мама тоже, бабушка тоже откуда-то с России приехала, и познакомились, и потом мама родилась, потом ее брат, и уже я. Получается, у вас на Украине где-то есть родственники? Да, там есть у меня дядя, бабушка двоюродная. Вот, не могу не спросить, как вот сейчас вы продолжаете общаться Ну, конечно, после конечно. конфликта? Ну, Как это в все? связи как сказать, это связь бывает, есть, бывает, нету. Ну, если есть связь, мы держим, да, и общаемся, узнаем, как дела, как они себя чувствуют, там, постоянно думаю о них, переживаю. Ну, давайте перейдем ближе к теме. Вы 20-кратный чемпион России. Как удается сохранять титул самого сильнейшего пауэрлифтера страны так долго? 20, так, 20-кратный чемпион России, ну да, да. вот. Вообще у нас две федерации, да? Паралимпийцы и без ограничений здоровья. Я выступаю там и там. Вот, и я, получается, 18-кратный чемпион России. Мы просто соединили с двух федераций, из-за этого 20-кратный. А так я считаю с начала паралимпийцев. Вот. До юбилея еще две России у меня. И вот в целом, вот я начал с 2006 года, стал чемпионом России по юниорам и по взрослым. И по сей год я забирал пьедестал первого места. Вот. Подготовка, конечно, это дисциплина, усиленные тренировки, грамотный план тренировок, которые тренера пишут. А тренера за это время менялись? Тренеры? Нет, у меня единственный тренер Давыдов Петр Николаевич. Как мы сначала начали с ним, так и продолжаем, пока не покорим все олимпийские вершины. А как вы вообще пришли к спорту? Я был подростком, как каждый подросток, мальчик, мужчина, он хочет быть сильным, да? У нас открылся спортзал в моем районе, и мы с моим другом зашли чисто случайно погреться. 50-градусный мороз, как обычно, да, там перебежками до какой-то определенной точки назначения шли и зашли. А где это, в каком районе? Это Залог. Да, Залог, клуб Островского. Тогда вот старый был клуб слепых, да, там библиотека, что-то еще. Вот сейчас перенесли же у нас, да, это ВОЗ там. И тогда он еще был действующим. И там открыли спортзал. Мы зашли погреться, и нас встретил тренер Дмитрий Захаров, мой друг сейчас. Он тренер по армрестлингу тогда был и инструктор по пауэрлифтингу. И предложил нам во время того, как мы греемся, быстрее согреться, да, физические нагрузки, разогнать кровушку. Вот так я и первый раз увидел штангу и начал активно тренироваться. И именно тогда я
поднял в 2 раза больше своего веса штангу при весе 35 килограмм. Я 70 килограмм. 75 даже, Ага. даже чуть больше, 75. От груди пожал. И тренер сразу понял, что это, Ну, я уже выступил на соревнованиях республики, стал абсолютным чемпионом и познакомился с Петром Николаевичем. Он уже там, уже был тренером, да, у него были спортсмены, и спортсмены тоже уже достигшие там международных соревнований были. И вот тогда мы познакомились с ним, и он мне обрисовал всю картину нашего будущего. Если мы будем тренироваться, не сдаваться, мы можем стать олимпийскими, золотыми чемпионами. Я им поверил, и вот я здесь. А как вы себя мотивируете перед началом больших соревнований? Вообще понятно, столько раз чемпион, да, какой раз был самый волнительный, самый такой первый, может быть, или... А именно вообще, Вообще, да. да? Самый волнительный, наверное, был для меня это чемпионат мира. Год это был 2010. Это был мой первый чемпионат мира. А где он проходил? В Малайзии. Ага. В Малайзии мы поехали туда, и я там получил травму. Мы были... Во время соревнований? Да. Мы были очень хорошо готовы. Дело в том, что раньше по положению там могли подавать тренера штангу. А тут изменилось положение, и только ассистент может подавать штангу. А я уже привык, когда тренер мне снимает, он уже знает, как легче снять, как подвести ко мне штангу. Веса нелегкие, самому тяжело ее, там еще получается угол, да, и радиус там, он. А я приехал. Мы приехали полностью сборная команда России. Я самый первый. Моя весовая категория самая легкая, и мужчины выступают первее, даже в легких категориях, потом девушки тоже легкие веса. И я как первооткрыватель, я считаю, не то что тяжелее, но надо выступить так, чтобы вдохновить всех на победу. Так как на Олимпиаде, например, в Лондоне Паралимпиаде, да, я выступил первый, занял серебряную медаль, и моя медаль была первая в сборную России. Вот от меня отчет начался целой страны. Все, и потом, и мы стали в командном зачете. Россия стала после Китая на 2-м месте. Это единственный раз у паралимпийцев. Я считаю, что я, наверное, какую-то маленькую крупиночку туда внес, да? И дело в том, что, продолжая, в Малайзии, я снимаю штангу с весом 150 килограмм. Там 3 подхода дается. И первый надо такой вес подобрать, чтобы обязательно его пожать, а потом уже смотреть на соперников, да, и уже прибавлять там можно 5, 7, 10. В зависимости от того, сколько они берут, да? От своих сил рассчитывать, да, и да, ориентироваться и чтобы их еще догнать, перегнать там. Так вот, первый подход я жму, второй заказываю, и мне неправильно выводят. Я вывожу штангу, начинаю жать, и у меня срываются. Нет, они меня выводят, и не до конца выводят, и отпускают. И получается, я Раньше времени отпустили. Раньше времени отпустили, и я не успел ее вывести над уровнем груди. И получается, упираю ее в стойки и держу ее на запястьях. И растягиваю себе запястье. Они молодые ребята, там я не знаю, где их взяли, еще, наверное, не до конца обученные, там еще первая категория, еще толком нету опыта. Они стояли и смотрели, там, я не знаю, секунд 20-30, для меня это казалось вечностью. То есть прежде чем до них дошло, что не то происходит я держал, вообще. я боялся ее отпустить, что она на меня упадет, и они потом ее сняли. Мне дали дополнительный подход, чтобы я вышел.
Я выхожу, снимаю штангу, все выводят правильно, и я понимаю, что у меня не держат Ну, запястье уже пальцы. потому Все, что, да, да? я потянул связки, я не могу. Я ее отпускаю, и она у меня соскальзывает с рук и падает на тот момент на челюсть. Они там, слава богу, там у них реакция, они уже поняли, что надо уже как-то, как-то, м, короче, они уже увидели, да, Мгм. уже, Ну, что форс-мажор, что... да, 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 Мгм. сориентировались, быстро поймали, дают мне еще один дополнительный подход. Я единственный за историю моего спорта жал 5 подходов Ага. Вместо 3. вместо 3. Я вывожу третий раз. Опять так же. У меня уже на горло она падает. Мне уже разрешили, чтобы снимал тренер. Старший тренер сборной России снимал мне штангу. И также я не смог пожать. И вот засчитали только первый подход. Это были самые такие экстремальные у меня соревнования, первые международные. И я стал четвертым. Четвертым стал Тем я. не менее, несмотря на все Да, вот да, это. да. Из 12 человек. Вот первый подход мне дал медаль 4 места. Вот и потом уже где-то начали дорабатывать ошибки, уже чтобы я сам пытался снимать, да, чтобы на все случаи жизни я был готов, чтобы не зависеть ни от кого, ни от ассистентов. А вот то чувство, когда ты стоишь на пьедестале, вот о чем ты в этот момент думаешь? Ну, что я внес вклад, что я приехал, и те, кто за меня болел, болеет, что я их не подвел, что я не подвел своих родных, близких, тренера, что я не зря готовился, что я сделал это, выжил из себя все 100. А кто ваш главный болельщик? Вот семья, может быть, Ну вот близкие, родные, может семья, быть, расскажешь брат, немножко. наверное, скорее всего, брат. Брат у меня очень, да, вот такой, он душевный человек, и он постоянно переживает, следит за всем, он там, что надо, он там поможет, подскажет, там, как, что, узнает, спрашивает. Брат мой младший, Роман. Ездит на соревнования с вами? А? На соревнования ездит с вами? Ну, когда есть возможность, он и сам выступает, да, и присутствует. А бывало так, что вы пропускали соревнования без каких-то особенных причин? Ну вот мы же пропустили, получается, двое Паралимпийских игр. Это в Рио-де-Жанейро и в Токио, которые проходили. По, по причинам не от нас зависящих. Вот, не участвовал. А вообще вот то, что вот происходит в спорте, то, что не разрешают под флагом России выступать там и так далее, вот к этому как относитесь? Ну, что хочу сказать. Конечно, это очень, считаю, несправедливо, да. В том плане, что не все зависит от нас. Не все зависит от нас лично, не все зависит от нашей страны, да. Все какие-то вот есть ограничения, где-то есть. И, ну и больше всего, наверное, зависит от Всевышнего, от Бога. И если так происходит, значит, еще не время. Это мое мнение, да. Если я не поехал, значит, на данный момент это не мое время. Значит, мое время придет чуть позже. Вы фаталист? Кто? Фаталист? Ну, наверное, да. Ну, человек, который верит в судьбу и... Скорее всего. Кстати, да, интересно, я не знал значение этого слова. Я думал, я оптимист. А если бы вам предложили выступать под флагом другой страны, например, вы не исключаете такого? Ну, многие же Ну, спортсмены, да, те да. же олимпийцы, они... А, Есть
возраст спортсменов, да, и у спортсмена главная мечта — это олимпийская вершина. И кто-то уходит. Но я думаю, это все по согласию, да, там, федерации, министерства. И только за дружественную страну, да, например. Если есть такая возможность и выступить, я думаю, почему бы и нет. Но сейчас у меня пока в планах нету такого. Я жду, надеюсь и знаю, что все образумится, и мы все поедем всей страной и покорять вершины еще сильнее, еще спортивно злее от того, что голоднее по победам. Мгм. Но считается же, что жизнь вот в большом спорте, она такая, ну, не знаю, может, от вида спорта, может быть, зависит, Да, да? вот, от вида спорта, да. Я и вот про что я говорю, что я не осуждаю спортсменов, которые идут за другую страну. Или есть какие-то другие причины. А мой вид спорта, он очень долговременный, да, в том плане, что Что у нас долго даже можно оставаться, да? 50 лет есть спортсмены. У нас есть самая титулованная спортсменка, Тамара Подпальная. Она самая титулованная, у нее 6 олимпийских медалей, 2 золотых, 2 серебряных, 2 бронзовых. И вот она уже подходит к 50-летию. И она еще занимает, и может занять, и будет занимать первые места. Ну, в тройку это однозначно. А вы тоже планируете до 50? Ну, пока есть порох и силы, я буду продвигать и стоять за свою страну, за свою республику, за свою семью. Мгм. Я считаю, это, ну, если я к этому пришел, почему я должен останавливаться? Я должен идти до конца. Мгм. Получается, не думали еще, чем будете заниматься после спорта? Ну, после спорта, конечно, можно заниматься. У меня есть, я получил образование Мгм. спортивное, высшее. Могу также быть тренером, спортинструктором, учителем физкультуры. Ну, сейчас бизнес, да, сейчас есть такая мода, бизнес, и открыть свой спортзал также можно. Пока, Но все равно это будет что-то связанное со спортом, да, да, получается, да, в любом да, случае. все в своей сфере, да. Мгм. А вот помимо спорта у вас есть какие-то увлечения? Ну вот совсем не связанные с спортом. Музыка. Вот на гитарке я меломан, слушаю музыку, да. Ну, как, как и у всех, наверное. Читаю А, книги, а, рыбалка. На охоту еще не езжу. Но все вот охотничий сделал себе, да, разрешение на оружие. Ну, как-то еще пока не время. мгм. Значит, чуть позже. На гитаре играете, да? Да. Что играете? Цоя. Люблю Цоя. Виктора Цоя. За что? Ну, кукушку, пачку сигарет. Классику. Ага. Ну, за что именно Цоя? Почему? Как-то, я не знаю, наверное, от отца. Отец, вот я был молодой, отец, это его кумир, и вот он его слушает, и я тоже как-то вот подсел на его композиции. А вот человек-победитель, он победитель по жизни? Ну, по-любому, да. Это То уже... есть есть такое, что вот... Да, ну не обязательно побеждать везде, Мгм. но идешь по-любому к победе, стремишься к победе. Не может человек везде побеждать, я думаю, да? Где-то есть, где-то есть все равно, где нужно свернуть. Где-то Мгм. надо свернуть, обойти и заново начать, да? И может победить это в другом плане. Мгм. И, ну, мотивация, вот этот характер победителя, он ведет к вершине, Мгм. к цели, к заданной точке. Вот насколько состоит успех из
такого вот стремления к победе, вот из этого лидерства, из характера, а насколько из там, физических данных, я не знаю. Из физических? Да. Ну, в здоровом теле здоровый дух, да? Мгм. Если человек здоров и плюс еще силен, у него вырабатывается самооценка, характер, и от этого вот и цепочка и создается. Ну, то есть А вот еще насколько, поддержка. насколько важна мотивация, насколько можно на характере вылезти при средних данных, так скажем. Но мне кажется, я сначала так и вывозил, вот только на характере. Потому что я только начинал, и результат он у меня не сразу такой был, как сейчас, да. И вот силой духа можно многое. Вот реально силой духа. Вот просто надо и все. Вот даже ты понимаешь, что ты не подходил к этому весу, ты его не жал, но знаешь, что ты это сделаешь сейчас, потому что тебе надо, и можно. Можно на адреналине. Вот это все вместе там, да, какая-то смесь такая гремучая. Адреналин, страх, эмоции, вот дух, это все это дает огромный результат. Но вот есть такое выражение, что не важна победа, важно участие. Насколько важна именно победа? Сколько важно быть первым, стать первым? Ну, для победы сначала это участие, это 100% надо, нужно. Просто я считаю, что есть категория людей, да, есть у которых уже есть результат, который приближен к победе, а есть, которые начинают с самого нуля и идут дольше путь к победе. И участие для этого, вот это вот принятие участия к победе, это им дает характер, даже если он проигрывает, да. Это вот, например, я не попал на Олимпийские, Паралимпийские игры в Пекине в 2008 году. Это была бы первая моя Олимпиада. Я Что случилось? в рейтинг не попал, мне не хватило 2,5 килограмма. И я поехал туда в качестве резервного и смотрел, как выступала моя категория веса. Я увидел, что это такие же соревнования. Я побыл там, я впитал эту энергию. И после этого, через 4 года, я в Лондоне с уверенностью выступил и занял второе место. Занял. Вот это как участие, можно сказать, да? Вот это участие мне помогло понять, что это соревнования такие же, как чемпионат Республики России, мира и Олимпиада. Это ничто, ничего в них такого нету. Главное вот быть там и быть участником. И можно победить. А своих соперников вы перед соревнованиями изучаете как-то? Я, если честно, не изучал. Этим занимался мой тренер, рассказывал. Мне главное было пожать свой вес. Да? Ну, у нас вид спорта такой, что мы боремся с собой и штангой. И вот, а кто там соперник, ну, есть такой, да. Ну, он там жал столько-то, столько-то. Не факт, что он на следующих соревнованиях пожмет столько же. И я не заморачиваюсь по этому поводу. А на соревнованиях при виде мы со всеми в хороших отношениях, дружим. Там время от времени, там, может, даже и переписываемся. Там, смотрим, какие новости у кого. А так вообще общаетесь? В соцсетях. Ну, я говорю, время от времени редко, да. Если есть какие-то новости, там, поздравляем друг друга. Где-то ребята вот поддерживают нас с других стран. Что в том плане, что мы не приезжаем на соревнования. У нас в спорте это, ну, дружба, это, как сказать, приоритет, да? Что То есть мы нормальное отношение не вообще, изменилось, да, да, вообще, да, да, да. потому что россияне? Даже с украинской стороны. Даже вот все нормально. Все понимают, что это не от нас зависит. Я просто, ну, может быть, помните, разгорелся не так давно скандал, когда как раз украинский спортсмен там пожал руку российскому спортсмену, футболисты, по-моему, это были, или
баскетболисты. Мгм. И прямо разгорелся такой большой скандал. Ну, насчет этого, да, у них есть вот эта фобия, да, или как это назвать, я не знаю, Мгм. у кого-то. Мгм. У нас в нашем виде спорта это, ну, даже вот тот спортсмен, да, а Мгм. кто ему запретил, я там вообще не понимаю. Ну, это же все вот... Я в 2000 году посмотрел документальную программу, и тогда был в шоке. Показывали, как в школах, украинских школах, преподавали историю детям. И там в учебниках у них было опубликовано то, что Россия виновата в Голодоморе, в котором погибло очень много украинцев. И тогда уже вот настраивали детей, которые вот 2010, да, получается, Мгм. и сколько прошло, вот 14 лет, это вот Ну выросло вот эти поколение. дети Вот выросли. это, да, вот это поколение выросло, настроенное против России. Это все вот миссия Запада, да, и больше как, я не знаю, как это назвать. Вот, а так вот поколение, да, наших дедов, родителей, они же понимают, что мы славяне, что мы братья. Вот так же, как мой дедушка, да, родом с Украины, приехал сюда, и мы все славяне, и братья, россияне. Мгм. А вот если представить, что вот тогда в Залаге в -50 вот, не зашли в этот спортзал, чем бы тогда вы сейчас занимались? Я думаю, я все равно бы не в тот бы спортзал пришел бы в другой. Уже вот как-то с детства, даже в школе, я подтягивался в начальных классах уже на уровне 11. Я норматив выполнял. Вот это, наверное, гены. Гены, скорее всего, у меня дедушка такой крепкий. Вот этот дедушка у меня, он очень крепкий и такой сильный был. Сейчас его нет в живых. Вот, и а, я учился в школе, занимался рукопашным боем. И вот даже в Спарту. На тот момент еще Спарта была. Я заглядывал раньше, рядом спортзалы у нас были. Я туда заглядывал, вот прям тянуло. Наверное, уже... еще был меньше. Был случай у папиного друга, отец, тренер по тяжелой атлетике. И он уже тогда предлагал меня забрать, и чтобы тренировать тяжелой атлетикой. Меня родители, ну, я еще ребенком был, конечно, не отдали. Вот случай вспомнил из детства. Они мне уже потом рассказали, когда я начал заниматься. Говорят, ты уже бы, если бы не сейчас, ты бы раньше, а я считаю, и позже бы я все равно пришел к этому. Мгм. То есть так или иначе все Да, равно. да, да. А вы счастливый человек? Я счастливый человек. Я недавно стал отцом, я молодой папа. У Поздравляю. меня родился сын, Лев Владимирович. Ему полгодика сейчас скоро будет. Я очень счастливый человек. У меня прекрасная, любимая жена. Я очень счастлив. А почему лев? Ну, так решили, подумали, там совместили гороскопы, года. Ну и еще и в год тигра. Знаете такую песню? Что за лев этот тигр? Мне кажется, он будет с характером спортивным, зверским в плане спорта. Хотите, чтобы он тоже спортсменом стал? Да, я думаю, он будет. Он уже хочет. Я прям чувствую, как он хочет. Он просто ждет своего времени. Если бы вы снимали кино про вашу жизнь, в каком жанре это был бы фильм? Ну, не М, вы снимали, ну, если бы мгм. вот представить, что ваша жизнь — это кино, какой это жанр? Наверное, комедию. Комедия? Да. Кстати, я снимался. «Сипет Сидор». Не смотрели? Нет.
У меня есть там фрагментик. Я снимался. Комедию в каком плане, да? В том плане, что у меня, Ну, то, что вы вот про первые эти соревнования мировые рассказали, это же драма. Это же прям драма. это драма. боевик, наверное. Я боролся со штангой. Это боевик, скорее всего. Но я позитивный человек. Я люблю юмор, люблю позитив. А если бы вам дали возможность встретиться вот с самим собой в юности, Мгм. ну, скажем, совсем там в 15 лет, да, и вы могли бы дать себе совет один, главный, что бы вы себе сказали? Ну, вот это. Я бы лучше себя не встречал. Я бы не мешал себе. Я бы ничего не менял. Вот реально. Есть же, да, такое, что ну все случайности не случайность, да? Я бы, может быть, что-то изменил бы, и это могло бы изменить к чему-то совсем другому. Я люблю свою жизнь, все, что я прожил, я считаю, это моя судьба. А судьба, она не должна меняться. Чем вы больше всего гордитесь? Не знаю, вообще не горжусь. Я такой негодливый человек. Ну, наверное, то, что я закончил магистратуру с красным дипломом. Ого! Профессионально-прикладная физкультура. Ну, красный диплом это есть Да. чем гордиться. А вы чего не боитесь? Уже нет. Ну, как каждый человек, наверное, да, он думает о смерти. Но в детстве вот боялся. Потом, когда пришел к Богу, осознал, что это не страх, ну, мы вечны, что мы только здесь временно, и перестал бояться. Даже перестал бояться смерти близких, да, что самое страшное. И понимаю, что после смерти нам только лучше, только как это? Там еще лучше, там продолжение. Здесь у нас испытание, которое нужно пройти. Желательно отлично. С красным дипломом. Вы православный? Да. У вас есть духовник? Вы прям Духовник. воцерковленный? А? Ну, то есть вы ходите в церковь, у вас есть духовник? Ну, у меня есть друзья, батюшки, да. Если есть какие-то вопросы, к ним обращаюсь. А так, мой духовник — это Библия. Я читаю, и все вопросы, ответы нахожу там. Ее можно в любой момент читать. В любых сложностях и радостях. И она всегда чему-то учит. Помимо Библии, любимые книги? Книжки Да. другие. любимые? Мгм. Да, цигун. А цигун — это занимаюсь, да. учение китайское? Да, вот, да, это гимнастика, да. гимнастика. Дыхательная, там, энергетическая. Вот, да. Мгм. Меня к этому привел Аркадий Тихонович. И вот это вот тренер, да, он мастер. И вот у меня были сложные моменты, трудности, когда я травмировался после Олимпиады. Я с ним познакомился. И вот он меня обучил, как пользоваться, управлять своей энергией. Мгм. И вот, и мне это очень помогло. Все вместе, да, там лечение. У меня была травма не, как сказать, не соответствующая уже физическим упражнениям. Уже нельзя было вообще, доктора медицинских наук мне ставили диагноз, что я уже даже рукой не смогу пользоваться, что будет плечевой сустав, у меня был надрыв,
плечевого сустава. Рука должна была вылетать. Но так как это был надрыв, она еще держалась, но все равно предлагали делать операцию, я отказался. И мы ездили в Китай 2 раза в год с тренером. Вот, лечились нетрадиционной, вот, традиционной медициной китайской, якутской традиционной медициной. Я испробовал все. И после 5 лет лечения я сделал снимок, и у меня все срослось. Что это было? Это чудо было? Это называется «Никогда не сдавайся». И все возможно. Все возможно. Все от головы. Вот мы себя как можем калечить, так и лечить, да? Вы знаете, что все болезни от нервов, а также здоровье от позитивных мыслей. Вот это вот нас лечит. Так что они сами в шоке были. Ну, то есть, по идее, после такой травмы не то, что Да, в руку соревнованиях уже, вообще. руку уже там делают операцию, там какая-то сложность, там, я не знаю, там. Для меня это была страшная операция, как они мне объяснили. Там разрезать одну мышцу, натянуть на плечо, вогнать шуруп, и тогда плечо будет держать руку, сустав, мышца. А был когда-нибудь момент, когда вы теряли веру в себя? Что терял веру? В себя, в свои силы? Может, и было. Я не запомнил. Может, и было. Значит, ненадолго. Значит, ненадолго, да. Я пришел в себя. У нас в июле состоятся региональные соревнования по адаптивным видам спорта в Амгинском Улусе. Поедете сюда? Да, да. Но мой вид спорта туда не включен. Хочу поехать в качестве гостя почетного. Встретить гостей. Ну, это знаменательное событие. Хочу быть там обязательно. А что такое патриотизм, по-вашему? Патриотизм — это когда, несмотря ни на что, ты все равно любишь свою родину, свою страну, свой флаг, свой гимн. Несмотря ни на что. Ты родился, тебя здесь растили, кормили, и ты в ответе за свою родину. Всё, спасибо вам большое. Ну что ж, это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.